Какова иерархия православной семьи? Зачем нужно венчаться и когда на Руси появилась икона апостолов Петра и Павла? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». В России есть свой праздник влюбленных. Праздник влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, в горе и в радости. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему, собственно, и приводит это чудесное чувство любви. Идея праздновать в России День семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области еще в середине 90-х годов. Но в праздничный календарь этот праздник внесли только в 2008 году. С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание «Жили они долго и счастливо, и умерли в один день». Оно позаимствовано из известной повести, которую дети изучают еще в начальных классах школы. Произведение, ставшее памятником древнерусской литературы, было написано в XVI веке. В его основу были положены устные муромские предания. Главными героями в повести выступают Петр и Феврония Муромские, благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные духовные ценности. История их любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других произведений и не забылась. Именно она положила начало светлому празднику – Дню Петра и Февронии, Дню семьи, любви и верности. Существует не так много церковных праздников, которые приобрели статус светских и национальных. Именно к такому дню относится дата почитания святых Петра и Февронии, более известная россиянам как праздник семьи, любви и верности. Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Независимо от наличия множества нулей на банковском счету, уймы несерьезных увлечений и тысяч друзей, без самых близких и родных, жизнь кажется неполноценной. Церковь придает большое значение семье. Не случайно мы частенько обращаемся и к этой теме и вспоминаем о том, что Церковь сравнивает семью с собой. Семья часто называется малой церковью, где отец – это предстоятель церкви, служитель, тот, кто несет ответственность за каждого члена семьи. И каждый, кто является членом семьи, является как бы членом церкви. И не случайно ведь, что и в Ветхом Завете есть примеры и образы, когда сравнивается отношение Бога и церковью по семейным отношениям. Сравнивается, что Господь как жених, любящий и стремящийся к своей невесте, к своей церкви. Книга «Песнь песни» наполнена этими образами. В Новом же Завете точно так же апостол Павел говорит о том, что Христос – это жених, а мы, составляющие церковь, его возлюбленная невеста. Эти образы и сравнения показывают, насколько высоко церковь чтит православный брак и вообще семейные отношения. Семья – это теплый дом, жена и муж, дети и родители, дедушки и бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости, традиции и привычки. Это близкие друг другу люди, которых объединяют чувства, интересы, идеалы и отношения к жизни. По учению ведь святых отцов, которые объясняют слова Спасителя, когда он говорит: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину». Святые отцы говорят о том, что это преодоление родственных кровных отношений, которые связаны с некой инстинктивностью, физиологичностью. То есть чужой человек становится для другого самым родным. Это и есть рождение семьи, это и есть преодоление всяких различных земных привязанностей ради любимого, ради другого человека. И ведь не случайно в православии во время таинства венчания одеваются на голову венцы, похожие на короны. Мы помним, да, что на самом деле это не короны, а венцы, обозначающие мученические венцы. Но мы помним, что с греческого языка слово «мученик» буквально переводится как «свидетель».
Здесь мы говорим не о страданиях, которые могут быть и даже в семейной жизни. Мы говорим о верности, о свидетельстве своей любви к другому человеку до конца своих дней. Поэтому брак действительно является честным, праведным событием в жизни человека, и Церковь высоко его чтит и высоко его ставит. Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Человек только в семье может получить тепло, любовь и ласку. У одного из современных греческих богословов есть такое выражение. Он говорит, что брак и отношения в браке – это проекция в земных условиях внутритроичной жизни, когда Бог Отец бесконечно любит Бога Сына и Бога Духа. И также каждая из лиц Пресвятой Троицы. Сын бесконечно любит Отца и Духа. Дух бесконечно отдает себя в любви Отцу и Сыну. В рамках земных условий оказывается возможна подобная любовь. И прежде всего она реализуется в семье, когда супруг бесконечно любит и отдает себя ради любимой, ради жены, ради супруги. И если это взаимно, то вырастают такие отношения, которых навряд ли где-то можно еще найти, кроме как в семье, когда каждый из супругов живет ради и для любимого. Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность, очень важны в нашей жизни. По православному пониманию, для супругов они друг для друга на первом месте. Родители и даже дети уходят на второй план. Поэтому и по православному пониманию главная цель брака – это даже не дети. Если Бог дает детей, то супруги радуются этому дару. Если же нет, то сущность брака не меняется. И первостепенным является вот то единение двух различных людей, до этого когда-то чужих друг другу, в единую семью для жизни, в единомыслии и в едином согласии всех своих устремлений и жизненных приоритетов и целей. Нет, он-то большой, да. Угу. Паш, ну и ты давай помогай. У кого-то действительно мужчина именно глава, за все отвечает, все. У нас как-то мы переплелись, то есть две половинки одного целого. Вот мы прожили и долго, и достаточно счастливо. Вот именно такой должна быть жена, как моя жена, супруга. Умная, талантливая, ну и достаточно и добрая, ласковая, но все в свое время, да, на своем месте. Причем у каждого своя сфера влияния. Ну, а в итоге получается довольно гармонично. Ну, ты с Пашей. Да, вот это вот как волосики, чуть-чуть посадить, да? Волосики все, потом крылышки, платьишко можно не трогать. Мне кажется, семья – это действительно единое целое. И определить, где конкретно глава. В какой-то момент у меня Сергей может приготовить обед, когда я творчески там увлекусь, он спокойно может пойти приготовить обед и полы помыть. В какой-то момент я могу, если он занят что-то. Но основные функции мужские, естественно, он делает. Главного у нас конкретно, чтобы во всем был такие, знаете, вот муж, который вот он глава, он все диктует, все делает, жена робко все подчиняется. Такого нет. У нас все вместе. Вот 40 лет мы прожили, потому что мы, ну, наверное, действительно, как две половинки. Вот повезло, нам Бог дал такую вот возможность. Я каждый раз говорю: спасибо, Боженьки, за Сереженьку. Потому что у нас совпало так, очень хорошо. Причем, когда мы соединялись вместе, мы не были воцерковленными. И я у Бога не просила супруга, как сейчас вот надо просить супруга тогда. Но Бог, видно, как-то увидел и соединил нас на 40 лет уже вместе. К сожалению, в последние годы ценность семьи существенно упала в глазах молодого поколения, и она утратила свое прежнее значение. В церкви существует особое таинство, в котором мы спрашиваем у Господа благословения тем, кто вступает в брак. И существуют некоторые недоумения, недоразумения, когда люди, например, не хотят регистрироваться в ЗАГСе, а хотят только повенчаться. Таким людям мы объясняем, что брак
явление общественное прежде всего. И если до революции эти функции, ЗАГСовские функции, функции совершения таинства совершала церковь, то после Октябрьского переворота эти функции были разъединены. И сегодня, прежде чем приступать к таинству венчания, необходимо пойти в органы ЗАГСа для того, чтобы брак был законно оформлен. Эти функции у церкви были изъяты, и совершенно правильно, что они были перенесены в государственные учреждения. И венчание невозможно без штампа в паспорте, потому что во время венчания мы просим у Господа благословить существующий, уже заключенный брак. Поэтому не само таинство венчания устанавливает брак. В таинстве венчания мы просим у Бога благословения на брак, уже заключенный. Поэтому бывают недоумения, и мы именно таким образом их объясняем, что если у супругов брак настоящий, законный, зарегистрированный в ЗАГСе, то есть их ответственность зафиксирована перед друг другом, перед государством, перед родственниками и детьми, то этот брак является настоящим, законным и негреховным. Но для любого христианина, для любого православного человека совершенно естественно осветить его еще и таинством венчания, в котором мы спрашиваем Бога благословения, сил для достойного несения супружеских обязанностей, ответственности. В таинстве венчания мы спрашиваем у Бога благословить и укрепить супругов для того, чтобы их жизнь была посвящена друг другу. Любая наша просьба, обращенная к Богу о даре, чтобы Господь сообщил нам его, сообщил дар терпения, дар жертвенной любви, дар снисхождения к немощам другого человека. Все это мы просим в таинстве венчания. И все это побуждает нас вновь помнить о том, что это все очень серьезно. И мы не можем просить у Бога это на какое-то время, это навсегда. К сожалению, бывает очень по-всякому. Бывает, что люди, вступившие в брак и зарегистрировавшиеся в ЗАГСе, даже венчанные, бывает, что расстаются. Конечно, это трагедия. Трагедия как для супругов, так еще, может быть, в более такой насыщенной степени для детей, если они есть в браке. То такого понятия, как развенчание, не существует. Если любая молитва, любое священное действие – это общение с Богом как с личностью, то о чем мы можем просить у Бога в якобы развенчании? Господи, забери Твои дары, забери свою помощь. Это абсурдно. И поэтому развенчания как такового не бывает, не существует. Если у людей возникает такая необходимость расстаться даже после таинства венчания, то по церковным канонам этим людям нужно обратиться в епархиальное управление, и митрополит имеет право для того, чтобы рассмотреть их вопрос и принять решение. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Стараться концентрировать свое внимание на положительных чертах своих близких людей, потому что их всегда много, этих положительных моментов. Какие-то недостатки наши, Господь нам сказал, что мы должны терпеть, носить немощи друг друга. Вот, но и быть снисходительными не только к своим немощам, но и к немощам других людей, и своих ближних в том числе. Стараться дарить радость им, близким людям, воспитывать уважение друг к другу в детях, уважение к старшему поколению, к родителям. Я думаю, вот это вот очень важно. Да, от мамы только требуется любовь и ласка, а также, скорее всего, умение сглаживать какие-то острые углы между детьми и умение прощать. В семье самое главное, мне кажется, это умение прощать. Мне иногда кажется, что семья – это как мешок с острыми камнями. Когда идешь, несешь этот мешок, камни трутся между собой и вот перетираются. Если они не подотрутся к себе, то они, в конце концов, мешок прорвут, наверное, и высыпятся, и тогда вот семья распадется. А если с терпением все подойти к этому, любые камни, любые острые углы можно стереть
семья целая останется. Молодоженам, которые собираются еще только вступить в брак, готовящимся к вступлению в брак, я очень советую, рекомендую обратиться в храм к священнослужителю для того, чтобы в частной беседе поговорить о христианском понимании брака. В двух словах об этом сказать сложно, тем более лучше знать непосредственно молодого человека и девушку, которые собираются вступить в брак, и донести до них вот эти важные истины, что брак – это отныне их единение. И родители, и старшее поколение, сколько бы мы ни уважали их, должны тоже об этом помнить и быть готовыми отступить для того, чтобы родилась новая семья, для того, чтобы молодожены чувствовали ответственность друг за друга перед Богом, перед родственниками, перед государством и перед будущими детьми. Единственное, на чем брак может быть основан, это на любви, на бескорыстном отречении от себя, на стремлении бескорыстно и жертвенно послужить своему любимому. Семья создается для того, чтобы вместе спастись. Я тоже недавно об этом узнала, что в семье не главное нарожать детей, и даже не главное воспитать детей, а главное вместе с мужем спастись. То есть мы соединяемся с ним вместе, чтобы вместе спастись и помогать друг другу. А если мы спасемся, то дети, естественно, тоже. Спасись сам, вокруг тебя спасутся. Так вот, символ семьи – соединиться вместе для спасения души. Благословляется камень сей краплением священной воды, сия в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. В июне епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил чин освящения закладных камней под строительство храмов и освящения нового креста и купола в исправительных учреждениях, расположенных на канонической территории Салаватской епархии. Первым местом посещения совместной делегации Салаватской епархии во главе с епископом Николаем, представителями Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан и священнослужителями Салаватской епархии стала исправительная колония номер 2. Владыка Николай совершил освящение и закладку камня в основании строящегося храма в честь новомучеников и исповедников земли Уфимской. Этого события, как вы тому свидетели, как всем нашим делам свидетель Всевышний Господь, мы ждали на протяжении 6 лет. И это свершилось. Мы должны быть благодарны Всевышнему Богу. И с помощью Божией, а также вашими руками мечеть и храм будут построены здесь, в лагере. Я хотел бы, дорогие мои, пожелать всем вам это в первую очередь скорейшего освобождения, чтобы вы никогда не ошибались на вашем жизненном пути. Сил вам, терпения, здравия, благополучия, семейного счастья. Муфтий Насыров Рамиль Хазрат прочитал молитвы на строительство будущих мечетей в исправительной колонии номер 2 Ан-Нур и в исправительной колонии номер 16 Аль-Иман. После освящения закладного камня в исправительной колонии номер 2 совместная делегация посетила и исправительную колонию номер 4, в которой владыка Николай совершил освящение новосооруженного креста и купола для звонницы храма в честь Божией Матери, прославляемой в иконе взыскания погибших. Третьим местом для посещения стала исправительная колония номер 16, в которой архипастырем также было совершено освящение и закладка камня под строительство храма в честь Божией Матери, прославляемой в иконе «Споручница грешных». Задача сотрудников и священнослужителей – совместно использовать все ресурсы для оказания помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы, в восстановлении к нормальной жизни.
12 июля в православном календаре отмечается День святых апостолов Петра и Павла. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Сами же апостолы Петр и Павел совершенно различные люди. И очень интересно то, что церковь устанавливает их память в один день. Мы знаем о том, что апостол Петр – это простой рыбак, необразованный человек, очень импульсивный, темпераментный, горячий, который хватается за все, но потом тут же может и отступить назад. Мы помним о том, как он говорил Христу, что «Я, Господи, с Тобой готов и на смерть, и на казнь последовать». И также помним о его отречении от Христа. Но также помним и о том покаянии, которое он всю свою жизнь приносил Богу за свое вот это отпадение от Спасителя. Апостол Павел, напротив, очень человек образованный, тонкий, психологичный. Мы знаем о том, что был из богатейшей семьи, учился у одного из самых известных раввинов того времени, Гамалиила. И он также становится христианином. И он следует за Христом. Но его обращение отличается от обращения апостола Петра. Он поражен слепотой от Бога. Когда он и спрашивает у Синедриона разрешение для того, чтобы гнать христиан, и выходит на это дело, Господь является ему и призывает и обращает его к себе. Объединяет этих двух апостолов лишь то, что их вера не была унаследована, их вера была выстрадана, их вера во Христа была их собственным приобретением, их находкой, чем они и дорожили до конца своих дней. Славяне начали почитать День Петра и Павла сразу после крещения Руси. Как говорит церковное предание, первую икону святых апостолов на русскую землю привез святой равноапостольный князь Владимир. Между ними известно, что были некоторые трения, некоторая несогласованность. И, тем не менее, зачастую апостолы Петр и Павел изображаются на общей иконе, вместе. И это еще раз говорит нам о том, что Господь призывает к себе всякого человека. Человек приходит к Богу со своими привычками, со своим темпераментом, со своими особенностями. И Господь никого не отвергает. Господь не хочет, чтобы все мы, христиане, были какой-то единой серой массой перед Ним. Нет. Каждый со своим дарованием, со своими особенностями дорог для Бога. Но и каждый из нас, зная об этом, должен преобразить их до такой степени, чтобы они служили на пользу ближним, на пользу нам и всей Церкви Христовой. Поэтому праздник апостолов Петра и Павла говорит нам о том, что мы все любимы Богом, призваны им, и каждый из нас может послужить, каждый в свою меру, на пользу нашим ближним. Апостолы Петр и Павел – два великих светильника нашей веры. Именно через них в основном христианство распространилось по всему миру.